На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Амшукшара. Здравствуйте. Мы продолжаем рубрику, посвященную победному сентябрьскому наступлению в ходе Отечественной войны народа Абхазии. 29 сентября бойцы Восточного и Западного фронтов, объединившись накануне в Кадурском мосту, с боями продвигались дальше на восток, метр за метром освобождая родную землю от грузинских оккупантов. Практически за один день был освобожден весь Очимчирский район, а к вечеру 29 сентября был освобожден город Очимчира. Президент Аслан Бжания принял министра иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрия Медоева, прибывшего в Абхазию на празднование Дня Победы и независимости. Глава внешнеполитического ведомства Южной Осетии передал Аслану Бжания поздравления с 27-летием Победы от имени президента Анатолия Бибилова. Аслан Бжания и Дмитрий Медоев обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между странами. Во встрече приняли участие министр иностранных дел Абхазии Даур Ковы и посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев. Накануне Дня Победы и независимости Аслан Бжания также принял командира военной базы Южного военного округа в Абхазии Олега Синькова. Олег Синьков поздравил президента с национальным праздником и пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а народу Абхазии мира и благополучия. Аслан Бжания поблагодарил Олега Синькова. Пользуясь случаем, хочу передать и слова благодарности командующему 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Яков Владимирович Рязанцев – мой дорогой друг. Он внес личный вклад в обеспечение безопасности Республики Абхазия. Здесь его любят и ждут. Он снискал симпатию абхазского народа, сказал президент. Глава государства пожелал личному составу военной базы в Абхазии больших достижений, без потерь и в непростом труде. С командиром 7-й военной базы Олегом Синьковым и советником посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Владиславом Нечапаренко встретился и премьер-министр Александр Анкваб. Как сообщает пресс-служба Кабмина, Синьков и Нечапаренко поздравили премьер-министра с наступающим праздником Днем Победы и независимости, пожелали гражданам страны процветания и мира. В рамках встречи участники обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере. Александр Анкваб также проинформировал гостей о складывающейся в Абхазии эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавирусной инфекции. Парламент Абхазии принял постановление, в котором сделал обращение к органам исполнительной власти в связи с принятием акта об амнистии. В тексте постановления говорится: Народное собрание заявляет свою крайнюю озабоченность и выражает свое решительное возмущение безосновательной попыткой со стороны представителей исполнительной власти и Абхазской государственной телерадиокомпании дискредитировать парламент Абхазии, являющийся независимой ветвью власти, в связи с принятием 24 сентября 2020 года акта амнистии в ознаменование главного государственного праздника Дня Победы и независимости Республики Абхазия 30 сентября. Далее парламентарии отмечают: на своем рабочем совещании с руководителями правоохранительных органов, генеральным прокурором и председателем Верховного суда президента Республики Абхазия безосновательно обвинил Народное собрание парламент Республики Абхазия в совершении ошибки и нарушении принципа справедливости. Также депутаты считают несостоятельным заявление Министерства внутренних дел о дискредитации правоохранительных органов Народным собранием парламентом Республики Абхазия в связи с принятием амнистии. Народное собрание призывает президента Республики Абхазия, Министерство внутренних дел Республики Абхазия, Абхазскую государственную телерадиокомпанию соблюдать принцип разделения властей и невмешательства в деятельность парламента Республики Абхазия.
Уважаемые телезрители, мы хотим напомнить, что еще 25 сентября, на следующий день после принятия парламентом постановления об амнистии, президент Аслан Бжания и секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба в достаточно корректной форме высказали свою точку зрения по этому вопросу. Я бы хотел, чтобы завтра присутствующие здесь, все без исключения, высказали свое отношение к данной амнистии. Публично. На сайтах ведомств и на телевидении пойдете. По 2-3 минуты будете рассказывать ваши комментарии. Согласны вы с тем, что там было вчера принято или нет? Конечно, государство должно проявлять гуманизм. Принцип правосудия, принцип справедливости, он ключевой. Что гласит принцип справедливости? Соразмерность тяжести совершенного преступления наказанию. Так, да, Адгур? Мне кажется, что мы этот принцип нарушили вчера. У меня такое стойкое убеждение сложилось. Но я, как глава государства, не могу это пока озвучивать, потому как это будет воспринято как давление на какие-то институты. А вы, пожалуйста, свою позицию изложите. Если кто-то из вас считает, что это не так, тоже скажите. Пусть наша общественность знает, как вы думаете по этому поводу. Я не против амнистии. Они должны быть периодически касаться людей, которые, оступились там и не являются частью какой-то организованной преступности. Но они тоже должны быть по каким-то понятным для общества событиям. Вчерашнее событие не связано ни с юбилеем каким-нибудь нашей победы или какими-то другими успехами нашего государства и общества на этом этапе. Непонятно, почему это была инициатива. Это, во-первых, для меня. Во-вторых, тот круг людей, которые попадают под эту амнистию, вселяет большие подозрения в том, что она может коснуться людей, которые совершенно ни по каким понятным для общества законам не должны попадать под эту амнистию. И в продолжение темы. ГДРК, не нарушая закона СМИ, организовала в эфире абхазского телевидения обсуждение актуальной темы с приглашением депутатов парламента, принимавших постановление об амнистии. Депутаты, голосовавшие за принятие решения, проигнорировали наше приглашение, не приняли участие в прямом эфире. Сотрудники МВД Абхазии награждены благодарственными письмами президента Республики Абхазия. Сегодня президент Аслан Бжания лично вручил отличившимся сотрудникам милиции благодарственные письма за обеспечение безопасности общественного порядка и добросовестное исполнение служебного долга. Подполковнику милиции Игорю Базильскому за подготовку кадрового состава МВД. За обеспечение безопасности общественного порядка и добросовестное исполнение служебного долга старшему лейтенанту милиции, старшему оперуполномоченному СОБР МВД Саиду Базба, лейтенанту милиции оперуполномоченному управлению уголовного розыска МВД Республики Абхазия Татьяне Агумава. За активное участие в охране общественного порядка, проявленную бдительность, решительные умелые действия при преследовании вооруженного гражданина курсантам 2-го курса учебного центра МВД Астану Тарба и Аслану Шоне. Аслан Бжания также поощрил милиционеров денежной премией в честь праздника и поздравил сотрудников милиции и курсантов с Днем Победы и независимости. Я с большим уважением отношусь к Министерству внутренних дел. Мне абсолютно хорошо понятны проблемы, которые сегодня испытывает ведомство, в целом правоохранительные органы. И очень радует то, что есть молодые служащие, которые впоследствии обязательно станут большими руководителями, готовые выполнить свой долг при любых обстоятельствах, даже при обстоятельствах, когда их здоровью или даже, может быть, жизни что-то угрожает. Я хочу вас за это поблагодарить. Надо будет сделать так, чтобы об этом в учебном заведении знали все, по личному составу, значит, довести до всех. Это должно стать примером. Большое вам за это спасибо. Я не знаю, до вас доводили или нет. Уже мы из этого не будем делать большую тайну. Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев будет повышена заработная плата.
будем идти дальше по пути оказывания всесторонней помощи органам внутренних дел. От наши граждане хотят, чтобы в стране был обеспечен правопорядок. Очень много факторов, которые этому мешают. Вся тяжесть для решения этой проблемы ложится на плечи сотрудников милиции. Мы исходим из того, чем мы располагаем, но потихонечку, шаг за шагом, мы будем оказывать вам все большую и большую поддержку. Сейчас очень сложные времена, они связаны с ковидом, с тем, что наша экономика и без того слабая просела существенным образом, но такое решение принято, вам зарплата будет повышена всему составу Министерства внутренних дел. Ну и, конечно же, мы хотим в дальнейшем иметь много поводов со стороны сотрудников милиции, которые будут свидетельствовать о том, что они достойно выполняют свой долг. Сегодня предпраздничный день, поэтому я не хочу говорить о проблемах. Еще раз хочу вас искренне всех поблагодарить, пожелать крепкого всем здоровья, в семье благополучия и достатка, и чтобы каждый из вас неоднократно отличился в благородном деле защиты своей Родины, защиты от преступности, от тех посягательств, которые наше население испытывает. Очень часто, к сожалению, это происходит. Это ударится. В Сухуми началась акция «Тропой героев», приуроченная ко Дню Победы и независимости в Отечественной войне народа Абхазии. Участники пешего шествия пройдут по направлению к государственной границе по реке Ингур. Цель проекта – посетить места боевых сражений и рассказать молодежи о подвиге народа. С участниками и организаторами акции пообщались наши корреспонденты. Репортаж С. Магуланца. Здесь, на площади Свободы, вот-вот стартует патриотическая акция «Тропой героев». Она приурочена ко Дню Победы и независимости в Отечественной войне народа Абхазии. Суть акции в том, что ее участники проходят тропой солдат, останавливаясь в тех местах, где шли бои. Акция продлится 2 дня и завершится 30 сентября. Участники планируют дойти пешком до конечного пункта – границы по реке Ингур. А пока молодые люди готовятся и с нетерпением ждут момента отправления в путь, настраиваясь на дальнюю дорогу пением. В этом году рекордное количество участников – более 170 человек. И это не считая тех, кто присоединится по пути. Для Сократа Аршпа это уже 3-й поход по местам боевой славы. И каждый раз он узнает много нового об истории войны. Первая акция это была также с Сухума до Ингура. Вторая акция моя была с Псоу до Сухума, до парка славы. Я увидел, услышал то, что проводится такого рода акции. Меня это как-то заинтересовало, хотел пойти, потому что я патриот своей родины. Мой папа Мираб Аршпа, ветеран войны. С таким духом и интересом идти за свою родину в память и в честь и в гордость о тех, кто склонил головы, и в благодарность тем, кто сегодня с нами, то забывается любая тяжкость и боль. И пусть пятки разбиваются в кровь, все равно буду идти до последнего. Акция объединила молодых людей разных возрастов. В основном это учащиеся старших классов и студенты. Есть здесь и совсем юные участники. Мне 13 лет. Просто в прошлом году мой брат ходил и мне сказал, что я маленький. В этом году я решился пойти вместе с ним. Ну какой у тебя настрой? Дойти до конца, до гала. Патриотическая акция «Тропой героев» проводится в Абхазии с 2007 года. В этом году организатором мероприятия выступила инициативная группа в лице 3 молодых людей. В рамках акции запланировано несколько мероприятий. Направление у нас Ингур, граница. По направлению у нас будут у мемориала возлагаться цветы, получается. Вечерняя фаза у нас достанет где-то в Тамышах. Ночью у нас будет разбит палаточный лагерь, костер, еда, ветеранов пригласим на костер, музыкальное сопровождение, пару гитаристов будет. Смысл мероприятия – это память погибших, это благодарность ветеранам нашим, все, кто принимал участие в нашей Великой Отечественной войне.
И, естественно, самое основное – это патриотизм, воспитание патриотизма у молодежи. Перед тем, как покинуть Сухум, участники шествия направились к парку боевой славы, где возложили цветы и почтили память погибших в Отечественной войне бойцов. По словам организаторов, во время акции будут приняты все меры самозащиты. Участникам будут измерять температуру, раздадут маски, антисептики. На протяжении всего пути молодых людей будет сопровождать госавтоинспекция, а также машина скорой помощи. Акция завершится вечером 30 сентября. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В канун 27-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии компания «Агвафон» совместно с благотворительной организацией «Киарас» провели акцию «Мой герой», в рамках которой поздравили ветеранов и преподнесли им подарки. 4-й год подряд в преддверии Дня Победы и независимости компания «Агвафон» совместно с благотворительной общественной организацией «Киарас» проводит акцию «Мой герой», направленную на поддержку ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Участник войны Владимир Габлая – многодетный отец. В его семье растет 8 детей, младший из которых только пошел в школу. Спасибо, что подарили. Это большой подарок, который тоже воевали. Хочу поздравить их, чтобы они здоровье имели. Те, которые нету среди нас, конечно, жалко их. Лучше не было бы, но что делать, уже случилось. Такие хорошие ребята погибли, не передать. Ветеран Отечественной войны Адам Адлиба – отец 2 детей. В рамках акции «Мой герой» ему подарили набор мягкой мебели. Во время приезда организаторов акции самого ветерана дома не оказалось. Подарок приняла его супруга Раяна Тхайцук. А подарок, при харе на телефоне сасани света баса диван с креслом, если я возраст не саргит, то будет тут за нацхарах хаштаз. Семья Тимура Жиба в рамках акции получила кафель. Сам участник войны на данный момент по состоянию здоровья находится в больнице. День Победы и независимости Абхазии – важный праздник для каждого жителя страны. Сделать этот день особенным для ветеранов – такова цель акции «Мой герой». На реализацию этой акции компания выделила 150 тысяч рублей. Сегодня была куплена киаразовцами на эту сумму бытовая техника. В рамках этой акции 22 сентября мы посетили в селе Дурипщ 2 семьи. Сегодня мы планируем посетить еще 5 семей. 2 семьи в Сухуме, 1 Дранда, Чло и Джал. Компания «Агвафон» уделяет особое внимание подобным акциям, тем акциям, которые направлены на оказание помощи нашим дорогим ветеранам. Хотели бы поздравить наших дорогих ветеранов с наступающим Днем Победы и пожелать им, конечно же, здоровья, мирного неба над головой. Сегодняшний мир – это их большая заслуга. Низкий им поклон. Еще раз говорим спасибо. Когда семьи приходят в нашу организацию и просят о какой-либо помощи, один из главных вопросов – являются ли они ветеранами войны. И мы обязательно фиксируем это. И в преддверии праздника 30 сентября мы открываем свои списки и уже по этим спискам выбираем семьи, которым совместно с компанией «Агвафон» окажем помощь. Мы звоним самим ветеранам и спрашиваем, что бы они хотели, чтобы мы им в преддверии праздника подарили. До главного праздника страны остается совсем немного. И сейчас важно, чтобы те, кто принес победу, встретили день 30 сентября в хорошем настроении и с верой в лучшее. Шадина Ханагуа, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Видному деятелю национально-освободительной борьбы народа Абхазии Валерию Гамге сегодня исполнилось бы 76 лет. Валерию Гамге было суждено создать флаг, герб и награды возрождающегося абхазского государства. Современный государственный флаг Абхазии был утвержден сессией Верховного Совета Республики Абхазия 23 июля 1992 года.
Президент Абхазии Аслан Бжаня 28 сентября посетил финальный этап соревнований по прыжкам на точность приземления в рамках открытого чемпионата ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий, парашютистов ведомств России. Соревнования проходили в родном селе главы государства Тамыше. В них приняли участие 40 спортсменов. Среди них несколько человек, которые впервые приехали в Абхазию. Аслан Бжаня приветствовал участников соревнований, пожелал им удачи и того, чтобы количество прыжков равнялось количеству мягких посадок. Спортивное мероприятие по прыжкам с парашютов посвящаются памяти президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш. Они приурочены к 27-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 92 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 35 из них. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 116 человек. Из них 108 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии 16 человек, средней степени тяжести 26. Выписано 7 пациентов. Амбулаторно на самоизоляции выздоровевших 52 человека. 27 сентября в Гудаутском госпитале скончался 62-летний ковид-положительный пациент, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской центральной районной больницы 23 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии. У мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания сердца и нарушения ритма. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Указом президента Аслана Бжаня за добросовестный труд в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а также проявленный профессионализм и самоотверженность орденом Ахизапша 3-й степени награждены главный врач Гудаутской центральной больницы Хаджарат Шамба, главный врач санитарно-эпидемиологической службы Гудауты Инга Чанба, заведующая отделением анестезиологии и реанимации Национального онкологического центра Мадина Дасаня, заведующая детским отделением Гудаутской центральной районной больницы Ангелина Оторба. Глава государства также подписал благодарственные письма 40 медицинским работникам и выделил каждому материальное вознаграждение. Материальная помощь врачам, среднему и младшему персоналу ковид-центра оказана благодаря финансовой поддержке сочинских предпринимателей, выходцев из Абхазии. В связи с тем, что многие врачи работают и в праздничные дни, среди них есть заболевшие, а некоторые находятся на самоизоляции. Аслан Бжаня поручил министру здравоохранения Тамазу Цахнаке поздравить медицинских работников с Днем Победы и поблагодарить за самоотверженный труд. Я в полной мере даю себе отчет в том, что на переднем крае борьбы с этой проблемой, с этой бедой стоят наши медицинские работники. Хотел бы, пользуясь случаем, через вас им передать слова благодарности. Я хочу, чтобы врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, все, кто работает в системе здравоохранения, знали, что они не останутся без поддержки, без внимания. Мы видим их труд, мы видим то, как они справляются с этой задачей, как сложно им приходится. Мы знаем, я в курсе, какое количество врачей в настоящее время сами нуждаются в врачебной помощи. Все это имеет место быть, но, к счастью, есть люди, которые верны клятве Гиппократа и очень добросовестно выполняют свой долг. Поэтому мной было принято решение определенное количество людей, работающих в системе здравоохранения, сегодня наградить правительственными наградами, также благодарственными письмами и в какой-то степени материально поддержать. Сегодня же министр здравоохранения Тамаз Цахнаке выехал в Гудаутский ковид-госпиталь, чтобы вручить награды врачам. Министр поблагодарил медработников за самоотверженный труд. Абхазия
Принимают активное участие. Это сегодня студента благодарность. В Гудаутском ковид-госпитале на прошлой неделе был установлен компьютерный томограф. Аппарат уже протестировали, однако пациентов пока не принимают. В данное время здесь обследуют только тех, кто проходит лечение в ЦРБ. До этого всем делали рентген, потому что инфекционные пациенты, высокая вероятность заражения, они все не могут в республиканскую больницу или в Гагру приехать, поэтому здесь делают только снимки. А сейчас можно будет полностью оценить динамику, как в легких, процент поражения. Работать будут здесь лаборанты, которые будут принимать пациентов по мере надобности. Сколько их будет, столько будут принимать. 2-3 человека лаборантов точно должно быть здесь. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране осложняется. Все чаще население сталкивается с проблемой оперативной сдачи анализов и своевременного получения результатов на COVID-19. Даже несмотря на то, что забор анализов на коронавирусную инфекцию проходит во всех районах Абхазии. С целью установления отдельных мер по защите населения от коронавирусной инфекции и улучшения эпидемиологической обстановки в стране 17 сентября президент Аслан Бжани издал распоряжение, поручил отдельным министерствам разработать комплекс мероприятий. В частности, Министерству финансов поручено произвести дополнительное финансирование лаборатории СЭС. Наши корреспонденты попытались выяснить, как выполняется данное распоряжение. Репортаж Алики Трапш. В каждом районе республики открыты пункты приема анализов на коронавирусную инфекцию. Специалисты на местах работают фактически без выходных. Все анализы на ковид со всей республики отправляют сюда, в лабораторию Республиканской санитарно-эпидемиологической службы. Это единственное место, где проводится исследование на наличие коронавируса. В день лаборанты обрабатывают до 200 проб, и на это уходит порядка 10 часов. Увеличить количество обрабатываемых биоматериалов нет возможности в связи с нехваткой специалистов. Когда мы начали, собственно, с марта месяца производить анализы, у нас работало в лаборатории 2 человека, ну, как оно и было до этого. Затем, со временем, когда объем работы добавился, мы перепрофилировали еще 3 человек, и еще нам прикомандировали еще 4. Ну, прикомандировали вот этих 4 уже где-то в конце августа, когда уже намного увеличился поток пациентов. К нам привозят анализов более, чем мы можем сделать. То есть, если мы можем сделать около 200 анализов в сутки, то нам привозят около 400, вот так скажем. Ну, не всегда сейчас прям 400, но 350-400. И вот эти хвосты, они, естественно, остаются. Важно отметить, что есть категории граждан, чьи биоматериалы обрабатываются в первую очередь. Речь идет о тяжелобольных людях. Анализы мы делаем вне очереди. Это тем людям, которые, допустим, срочно выезжают на лечение. Мы им не можем не сделать анализ. Затем мы делаем срочно для госпиталя Гудаутского анализы. Почему? Потому что они должны освобождать койки. Мы делаем срочным больным, которым совсем плохо, которые задыхаются. И также у нас внепланово должны идти и идут периодически это медработники, которые и не только с ковид-центра, но и еще и с других медучреждений, потому что они должны лечить и других больных. И потому иногда так получается, что человек, который был, допустим, несрочным, он может ждать анализ больше, чем тот, который был срочный, это очевидно. Лаборатория СЭС обеспечивается тест-системами и расходным материалом в количестве до 5000. Этого количества хватает на месяц на 200 человек. Но в связи с распространением инфекции увеличилось количество обрабатываемых биоматериалов. Поэтому возникла необходимость приобретения дополнительных тест-систем, а также увеличения штата сотрудников Государственной санитарно-эпидемиологической службы. 1 октября текущего года увеличивается объем финансирования на дополнительные штатные единицы в Государственной санитарно-эпидемиологической службе в количестве 11 человек, из которых 8 человек – это врачи, 4 человека – вспомогательный персонал. До конца текущего года объем такого потребления составит 615 тысяч рублей.
К этому Министерство финансов готово и приступит к финансированию по мере поступления заявок на подобные цели. Буквально дней 20 тому назад были направлены средства на приобретение дополнительных тестов в объеме 3,9 миллионов рублей. В части, касающейся мероприятий по приобретению специализированного оборудования и расходных материалов, здесь сформулирована потребность Министерства здравоохранения в объеме 1,5 миллиона рублей. Мероприятия были детально изучены, есть обоснованность объемов на финансирование. Минфин изыскал источник, сделал предложение руководству страны об определении порядка и сроков финансирования, так что мы по мере потребности готовы к финансированию этих мероприятий. По словам Владимира Делба, завершены организационно-технические мероприятия по централизованной подаче кислорода в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ. Сумма контракта составляет 1 миллион рублей. Кроме того, принято решение о дополнительных выплатах медработникам. Президентом нашей страны принято решение о адресной поддержке работников медицинских учреждений, которые заняты в работе в Гудаутском госпитале. И им ежемесячно дополнительно выплачивается заработная плата. И общий объем на выплату дополнительной заработной платы таким работникам уже достиг 15,5 миллионов рублей. До конца текущего года потребность, ожидаемая, еще составит 16,4 миллиона рублей. Вчера было принято решение главой государства, открыто финансирование на дополнительную оплату, то есть на эти цели в объеме 4 миллиона рублей. И ежемесячно, своевременно и в полном объеме эти ресурсы будут доводиться. Здесь прямое поручение президента есть. Эти расходы стоят первыми. В целом, по словам министра финансов Владимира Делба, дополнительные расходы государственного бюджета на мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции составили порядка 48 миллионов рублей. В эту сумму входят расходы на борьбу с инфекцией с первого дня ее появления в республике, в том числе расходы на размещение и содержание наших граждан в пансионате «Айтар» – 2 миллиона рублей. На строительство специального помещения для томографов Гудаутской ЦРБ государство потратило 9 миллионов рублей. Аля Катрапш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Глава администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание, посвященное работе общественного транспорта в столице в связи с распространением коронавируса. В нем приняли участие представители Управления внутренних дел и госавтоинспекции. С 1 октября будет возвращена шахматная схема рассадки пассажиров. Мэр Сухума подписал распоряжение об утверждении временных правил организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале пресс-службы администрации Сухума. Глава администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в столице в работе общественного транспорта нужно внести изменения. А в первую очередь это будет касаться рассадки пассажиров. Мэр считает, что нужно вернуться к шахматной схеме, которая действовала во время карантина. Схема рассадки пассажиров будет расклеена в салонах транспорта. В городе, как и во всей республике, увеличивается количество заболевших COVID-19 людьми. Отмечено, что в общественном транспорте у нас при полной загрузке очень близко контактируют жители. Будет реанимировано распоряжение, где мы установили такой порядок. Шахматный порядок рассадки людей в общественном транспорте. На совещании также обсуждалась работа маршрутных такси, которые являются в основном частными. Отмечалось, что они также должны придерживаться определенных правил перевозки во время пандемии. О том, как они будут их придерживаться, будут проверять сотрудники ГАИ и представители Департамента по транспорту администрации Сухума. Также большое внимание будет уделяться дезинфекции транспортных средств до выхода на линию и после рабочего дня. Проводить все дезинфицирующие мероприятия до выхода на линию. Ну и по приходу, разумеется, тоже как положено, как мы с вами уже обговаривали, Алла Ивановна. В этом плане давайте наведем дисциплину, порядок, чтобы на линию не выходили наш общественный транспорт без санобработки. Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева рекомендует водителям общественного транспорта в течение дня обрабатывать поручни в салоне автобусов и троллейбусов. Все то, что сейчас было проговорено, это намного снизит уже
риск передачи. И еще одно, особенно это касается автобусов, троллейбусов. Мы-то обрабатываем, допустим, один раз в день весь автотранспорт, но поручни в течение дня, если водитель возьмет тряпочку с обычным хлорсодержащим веществом до места тут же разведенный и пройдется, протрет поручни, это было бы просто хорошо. Все водители общественного транспорта должны будут носить маски и перчатки, которые им предоставит администрация города. Всего в день в Сухуми на линию выходят 11 троллейбусов, 27 автобусов и до 60 маршрутных такси. Также каждое утро перед выходом на линию водители будут измерять температуру. Мэр города отметил, что все меры направлены на то, чтобы не допустить еще большего распространения коронавируса. Общественный транспорт из Сухума ездит и в другие населенные пункты, поэтому мэр Сухума отметил, что важно не распространять болезнь и в селах, где нет такой вспышки, как в Сухуме. Сейчас наша задача наладить общественный транспорт, чтобы он ходил максимально безопасно для людей. Изменения в работе общественного транспорта вступят в силу с 1 октября. Мадина Мганба, Давид Авицба, пресс-служба администрации Сухума. Из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации в республике, связанной с COVID-19, изменился план торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы и независимости. Отменены торжественный военный парад и акция «Бессмертный полк». 30 сентября в 10 часов утра начнется церемония возложения цветов в парке Славы в Сухуме. 12 часов 15 минут церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арзымба в селе Нижняя Шера. 13 часов церемония возложения цветов к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапш в селе Джгярта. В 6 часов вечера на набережной Махаджиров состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов абхазской эстрады. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в среду в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. К концу дня местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 24-29. Температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.